Украины. Сегодня она у нас необычная, но очень интересная тема. Я напомню, что в такой стране, как Сирия, с 2011 года продолжается гражданская война. В результате этой войны уже погибло около 400 тысяч человек. В марте 2019 года глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сообщал, что в Сирии в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой находится 21 женщина, гражданка Украины, и 54 ребенка. И Рифат Чубаров призывал к тому, чтобы государство Украина как-то помогло этим людям. В августе этого года Рифат Чубаров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и он призвал его поспособствовать возвращению украинцев, преимущественно речь идет о женщинах с детьми, которые, по данным Рифата Чубарова, больше года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии. Как отметил Рифат Чубаров, в лагере находится около сотни граждан Украины, в частности, в их числе есть и крымчане. Рифат Чубаров указал на то, что еще в мае 2019 года с участием представителей профильных задействованных ведомств при Кабинете министров Украины была создана рабочая группа для координации действий привлеченных украинских министерств и ведомств до данной ситуации. Но по состоянию на сегодня эти люди из этого лагеря не освобождены, они не вернулись пока на территорию Украины. В начале октября был озвучен ответ Офиса президента Украины на заявление, сделанное Рифатом Чубаровым. Там Меджлис призвали, цитирую, не политизировать тему украинцев в Сирии. В ведомстве отметили, что над возвращением граждан Украины, которые оказались в Сирии, работают дипломаты, спецслужбы и разведка. И также там добавили, что, цитирую, каждый из взрослых людей, находившихся в этом регионе на территориях так или иначе контролируемых и ИГИЛ, в частности, речь идет о радикальной группировке «Исламское государство», имеют, цитирую, определенную личную историю, которую нужно досконально изучить. К информации, озвученной по этой теме Меджлисом, а также Офисом президента Украины, мы еще вернемся, но я отмечу, что в феврале этого года в лагере Аль-Хол побывал украинский журналист, корреспондент 1+1 Андрей Цаплієнко. Его сюжет по итогам поездки називається «Українські дружини бойовиків ІДІЛ благають повернути їх із дітьми до Украины». По данным журналиста Андрея Цаплієнка, большинство женщин и детей в этом лагере – это члены семей боевиков радикальной группировки «Исламское государство» или тех, кто приехал работать в структурах и организациях, созданных для поддержки группировки на захваченных на той момент территориях Сирии. После того, как отряды группировки потеряли влияние в этой стране, женщин и детей с территории, которая была под контролем Исламского государства, отправили в этот лагерь. Возвращаюсь к тому, что опять-таки в этом лагере, как оказалось, есть гражданки Украины, в их числе также крымчанки. В пятницу 9 октября родственники нескольких из этих женщин провели пресс-конференцию в Киеве, на которой призвали государство Украина посодействовать возвращению этих женщин и их детей. На пресс-конференции, в частности, приводили записанные рассказы нескольких из этих женщин, которые сейчас находятся в Сирии на территориях лагерей для беженцев закрытого типа Аль-Хол и Родж. Давайте послушаем фрагменты нескольких рассказов. Мы хотим домой. Вот я, допустим, приехала сюда. По глупости своей я сюда попала. Еще в тот же год я хотела отсюда выехать. Отсюда выйти очень-очень тяжело, либо за большие деньги. Мне, допустим, никто не помогает. И мне очень с 4 детьми тяжело. Я с лагеря Аль-Холь. У меня болел сильно сын. 7 дней у него была очень высокая температура. У нас тут очень сильный грипп. Если я умру, я не хочу, чтобы мои дети тут оставались. Тут нету никаких условий для жизни. То, что я по своей глупости, молодости сюда приехала, мои дети тут ни при чем. Мы живем в палатках. Размер палатки приблизительно 4×5 метров. Живем с семьями, с детьми. В палатке купаемся, готовим, спим. Пересекая пустыню, вышли в сторону курдов. Мы же думали, что нас здесь ждет лагерь для беженцев. Но, как мы видим, что это не лагерь для беженцев, а это тюрьма.
В числе участниц пресс-конференции в Киеве 9 октября была Гульферия Юнусова, сестра одной из гражданок Украины, крымчанки, находящейся в лагере Аль-Хол в Сирии. Вот что она рассказала о том, как ее сестра со своей семьей оказалась на территории этой страны. Они выехали из Крыма в 2014 году в марте. Поселились здесь, на Украине. Жили в общежитии, потом съехали на квартиру. Нету своего жилья, много детей, работы нет. Сын предложил матери, сестре моей: поедем в Турцию работать, ты будешь ухаживать за детьми, мы с женой поработаем, потому что надо приобрести жилье. В Крыму ничего продать не могут, все оставили. Мать согласилась, поехали они туда. 2 месяца он работал на стройке. Было все хорошо, но там он познакомился с людьми, которые ему предложили или убедили его поехать в Сирию. И он скрыл от матери, скрыл от супруги, но им предложил: нам нужно отсюда уехать, потому что нас могут уже депортировать. И они согласились, поехали вместе с ним. Но когда они попали в Сирию, они поняли, где они находятся, и назад дороги у них не было. Какое-то время они там жили нормально. Потом начали их уже притеснять, и началось их мытарство. Сын, конечно, очень быстро погиб. Они остались сироты, дети, невестка и сестра моя. Гульферия Юнусова настаивает на том, что государство Украина должно помочь освободить ее сестру и тех гражданок Украины в лагере, которые оказались в подобной ситуации. Каждое государство обязаны освобождать своих граждан. И тем более украинцы своих не бросают. У них там условия жизни ужасные. Это пустыня, жара. Живут они в этих палатках. В палатках, если температура на улице 60, в палатках вообще невозможно. Эти керосинки их не воспламеняются. Эти дети голодные или до вечера, или вообще сутками. А бывало даже готовят они кушать, приходят, ихнюю еду забирали. Помогите, пожалуйста, вытащить этих людей, этих женщин и детей. Они невиновны. Каждый человек имеет право на ошибку. Они сегодня раскаиваются. Они просят, эти дети не виноваты, они должны жить. Гульферия Юнусова также рассказала о том, что родственники обратились во все возможные госорганы Украины, которые теоретически могли бы помочь. Однако за эти несколько лет освободить женщин не удалось, поэтому сейчас они обращаются к СМИ. Писали заявление и омбудсмену, и президенту, всем, куда только нужно было. Все время просили. Но с сегодняшнего дня, с вашей помощью, уважаемые журналисты, благаю вас, помогите. Вытащить надо этих людей. Они погибают каждый день. Там кто-нибудь умирает. Это была Гульферия Юнусова, сестра одной из гражданок Украины, крымчанки, находящейся в лагере Аль-Хол в Сирии. Гульферия Юнусова выступила на пресс-конференции в Киеве 9 октября. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии сегодня мы говорим о тех гражданах Украины, женщинах и детях, которые оказались в лагерях для беженцев в Сирии, которые призывают государство Украина помочь им вернуться домой. И к нам присоединяется в эфир по скайпу глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, который занимается этой темой как минимум в публичном пространстве уже 1,5 года, а возможно уже даже и дольше. Рифат ага, добрый вечер. Добрый вечер. Что известно о семьях, которые находятся в лагерях типа Аль-Хол или Родж, и много ли среди них крымчан? Я не могу сейчас вам провести очень детальную сравнительную статистику по регионам проживания, по этническому составу тех беженцев, гражданок Украины, которые сейчас содержатся в таборе Эль-Хол, а также уже теперь в лагере Радж. Но представляю, что там сегодня в этом списке около 100 человек, возможно 99, из них не менее 2/3 это неполнолетние дети.
несовершеннолетние. Есть ли у вас данные, ну, возможно, я так понимаю, что это подтвержденный факт, что в числе этих людей есть крымчанки, потому что мы приводили как минимум рассказ одной из родственниц, одной из них, Гульфире Юнусовой. Да, конечно, среди них есть и жители Крыма, и в том числе крымские татарки по национальной принадлежности, как и есть жители других регионов Украины. Некоторые из этих регионов сегодня озвучивались на пресс-конференции родственниками. Это Харьков, я знаю, со Львова есть, Запорожская область. В общем, это граждане Украины, и вы в самом начале передачи сказали, речь идет исключительно о женщинах и их детях. Мы упоминали о том, что еще в марте 2019 года вы говорили, что есть такая проблема, есть гражданки Украины в лагерях для беженцев в Сирии, которые просят помочь им вернуться домой. Что, по вашим данным, мешает их возвращению в Украину? Мы начали заниматься этой проблемой где-то в марте прошлого года. Мы, это в Меджлисе крымско-татарского народа, поскольку к нам поступили обращения от граждан Украины, как от родственников, так и непосредственно из лагеря. Как-то они раздобыли мой телефон и по Вайберу. Да, это Вайбер был сначала, потом, по-моему, они выходили уже на WhatsApp. Я начал получать информацию об этих людях, и мы нашли такой доступный способ. Я опубликовал такое завуалированное объявление у себя на Фейсбуке. Я не ожидал, что посыпется так много обращений. И когда этих людей, которых мы начали вводить в наш список и анализировать, их набралось 72 человека, 72 было в нашем списке, из них 43 несовершеннолетних ребенка. И тогда, конечно, я срочно обратился в МИД Украины, я начал осознавать масштаб этой проблемы и что только государство может ее решить. И должен отдать вот вниманию МИД. МИД очень тогда оперативно откликнулся. Мы выступили с инициативой, я как народный депутат написал свои предложения на имя министра иностранных дел Украины. Они были приняты в основу, начали собирать совещания с представителями спецслужб, других ведомств Украины, ну, скажем, Министерство социального обеспечения, здравоохранения. И через некоторое время мы уже понимали, что какой алгоритм наших действий, поскольку перед этим мы также встретились с Международным Красным Крестом, с представителями посольств некоторых стран, которые могли нам помочь вот, в создавшейся ситуации. Но и мы вышли на какой-то алгоритм действий, но не было такого толчка, знаете, которое бы мобилизовало бы все ведомства, чтобы никто, скажем так, ну, не отнекивался и не говорил, что это в его полномочиях. И для того, чтобы дать такой толчок, мне тогда пришлось выступить на Дне правительства в Верховной Раде Украины, и вице-премьер тогдашний господин Кубев созвал рабочее совещание в Кабмине, и после этого, в общем-то, начали завершать первый этап. Первый этап был завершен где-то к августу прошлого года. Я имею в виду это составление наиболее полных списков и идентификация этих людей. Это очень важно, чтобы знать, что они есть гражданами Украины и теми, ну, скажем так, какими они себя позиционируют в взаимодействиях с нами. И это все было осуществлено, и надо было приступать ко второму этапу собственной эвакуации. И тут начались проблемы, которые до сих пор и не разрешены. Я не могу сказать, насколько объективные или субъективные причины не эвакуации до сегодняшнего дня граждан Украины, которые находятся в столь критической ситуации там, в лагере Эль-Хол, но просто наши службы, они абсолютно ушли от диалога, и поэтому я пытался все это время
выступать, знаете, таким посредником между родственниками и теми людьми, которые в лагере, и властью. Я исходил из того, что такая чрезмерная публичность решения этого вопроса, она может вызвать проблемы с личной безопасностью этих людей. Сегодня говорили на пресс-конференции, там в лагере очень сложная ситуация, есть внутренняя иерархия, там есть разные противоборствующие группы, отслеживается все информационное пространство, плюс еще там российские особые усилия, я не буду сейчас о них говорить, не забирать ваше время, я понимал, что излишняя публичность, она просто может очень помешать будущей эвакуации этих людей. Но поскольку проблема не решалась, как видите, сегодня родственники вышли на пресс-конференцию, и одна из них даже приехала из Берлина. Рифат ага, вот как раз по поводу реакции украинских органов, которые могли бы заниматься этим вопросом. Несколько дней назад был обнародован ответ Офиса президента Украины, в частности, на ваш призыв в августе, чтобы как-то заняться этим вопросом. И там вас призвали не политизировать тему и, в частности, призвали воздержаться от разглашения личных данных этих людей, мотивируя, в частности, тем, что родственники некоторых находятся на территории Крыма, и это может сыграть с ними злую шутку. Как вы прокомментируете то, что было изложено в заявлении Офиса президента Украины? 2 дня назад было опубликовано заявление Президиума Меджлиса крымского народа. Я думаю, у всех есть возможность с ним ознакомиться. Знаете, мы не намерены ни с кем, в том числе с конкретными чиновниками во власти, входить в какие-то публичные выяснения отношений. Мы очень прекрасно знаем свои полномочия, свои функции. Для нас безопасность людей, которые живут в оккупированном Крыму, прежде всего безопасность, собственно, крымско-татарского народа, который целиком находится в заложниках у российских оккупантов, так и безопасность вообще любого гражданина Украины, это есть просто выше всех других наших каких-то устремлений. И мы никогда не начинаем ни одно дело, если мы не позаботимся о безопасности людей. И поэтому здесь нас не надо было призывать лишний раз к тому, в чем нас трудно упрекнуть. Я думаю, что здесь лучше и полезнее для всех, и прежде всего для нашего государства, сосредоточиться на том, чтобы как можно быстрее эвакуировать этих людей. Я еще раз хочу просто обратить внимание всех. Речь идет о женщинах и детях. И если в нашем обществе есть еще такие, знаете, люди какие-то, может быть, очень бессердечные, которые не жалеют взрослых людей, то я думаю, что нет таких, которые бы не думали бы вообще о детях. Но детей же не оторвешь от их матерей. И они там оказались в силу очень разных причин. Это женщины, они вышли замуж, они хотели сохранить семью. Ну там настолько разные индивидуальные ситуации, некоторые из них я просто знаю. Я не хотел бы проводить параллель, но я в силу своих коммуникаций еще 90-е годы, я в какой-то мере знаю из рассказов очевидцев, какие были критические ситуации в лагерях для перемещенных людей в Европе после Второй мировой войны, где содержались украинцы. Я в Лондоне, мне рассказывали, и в том числе наш известный писатель Чингиз Дакджи, и его жена, супруга, она полька, она мне рассказывала, как НКВД лютовала в этих перемещенных лагерях. В Соединенных Штатах я встречался с крымскими татарами, которые детьми были в перемещенных лагерях на территории Италии после Второй мировой войны. И я просто как-то, знаете, я не мог вот это все не вспомнить, хотя то, что происходит в Сирии, в международном лагере Эль-Холь, и то, что происходило в лагере для перемещенных лиц после Второй мировой войны в Европе, это небо и земля. Там просто каждый день, чтобы вы знали, умирает 20-25 детей в Сирии.
Да, действительно, есть такая информация. Спасибо вам большое. Это был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня говорим о ситуации, которая сложилась с гражданами Украины, которые находятся в лагерях для беженцев на севере Сирии. Это лагеря Аль-Хол и Родж. По некоторым данным, те гражданки Украины, которые сейчас призывают позволить им вернуться домой, это уже продолжается не первый месяц, они могут быть женами людей, которые воевали на стороне радикальной группировки «Исламское государство» в Сирии. Мы приводили вам, цитировали вам информацию, которая была изложена журналистом Андреем Цаплиенко, который побывал на территории этого лагеря. Тем не менее, это не отменяет факт, что эти женщины, они гражданки Украины. Если они оказались в этом лагере для беженцев, это значит, что они уже там без мужей, и действительно в большинстве случаев эти женщины рассказывают о том, что их мужья или их родственники мужского пола, они погибли, и сейчас они на территории этого лагеря исключительно с детьми. Смотрите, какая ситуация. Мы разбирались сегодня с тем, какова реакция государства Украина на эту историю, и отмечу, что Министерство иностранных дел Украины, как сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве ее организаторы, анонсировали, что на следующей неделе, вероятнее всего, МИД Украины проведет брифинг на эту тему. Но наш коллега, журналист Тарас Ибрагимов, передал нам ответ Министерства иностранных дел Украины на его запрос относительно ситуации, которая сложилась. И с его позволения мы процитируем вам фрагменты из этого ответа на запрос. В частности, в Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на то, что территория, на которой находится этот лагерь для беженцев, имеется в виду Аль-Хол, он не контролируется органами государственной власти Сирийской республики, и по данным Министерства иностранных дел находится под контролем непризнанных в соответствии с международным правом субъектов и военных формировок, что, соответственно, усложняет работу Министерства иностранных дел Украины на этой территории. В МИДе также рассказали о том, что по тем данным, которые у них есть, там находится сейчас 27 женщин, у которых подтверждено гражданство Украины, а также их дети, но с детьми проблема, потому что у многих из них или документов нет, или они утеряны, или этих документов даже не было в связи с тем, что они родились уже на территории этого лагеря. Кроме того, в Министерстве иностранных дел сообщили, что, далее будет цитата на українському язикі, компетентними органами України спільно з МЗС опрацьовуються модальності безпечної репатріації українців. Отметили, что далеко не всю информацию могут разглашать, потому что часть относится к информации с ограниченным доступом, но в МИДе Украины настаивают, что этой ситуацией занимаются и что защита прав и интересов граждан Украины является приоритетным заданием внешнеполитического ведомства. Кроме того, наш коллега-журналист Тарас Ибрагимов сегодня, как раз вскоре после того, как прошла эта пресс-конференция, получила ответ из офиса омбудсмена Украины. Там сообщили о том, что действительно у них есть обращение от родственников этих женщин, которые находятся на территориях этих лагерей, и у них есть информация о 27 женщинах, у которых может быть гражданство Украины, и об их детях рассказали в офисе омбудсмена, что обратились ко всем уполномоченным ведомствам, которые могут в Украине заниматься этим вопросом, а также к международным гуманитарным организациям, которые могут заниматься этим вопросом, и обратили внимание на то, опять-таки, что, процитирую далее на українському язикі, табори Аль-Хол та Родж знаходяться поза межами юрисдикції України. Це обмежує можливості уповноваженого у реалізації своих функций. В то же время этот вопрос находится на контроле уполномоченного президента Верховной Рады Украины, по правам человека. Также наш коллега Тарас Ибрагимов, который был в числе организаторов сегодняшней пресс-конференции, передал нам эту информацию, получил ответ со стороны Службы безопасности Украины, и ответ этого ведомства был очень лаконичен. Вживається низка заходів для сприяння безпечному поверненню в Україну наших співвітчизників. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сегодня мы отталкиваемся от призыва родственников граждан Украины, которые оказались на территории сирийских лагерей для беженцев Аль-Хол и Родж. Призывы к государству Украины посодействовать тому, чтобы женщины, граждане Украины, которые оказались на территории этих лагерей, и их дети могли вернуться в Украину. Мы рассказывали вам о том, что 9 октября в Киеве прошла пресс-конференция некоторых из родственников этих женщин. В частности, на этой конференции выступила Фатима Бойко, которая является родственницей одной из гражданок Украины из этого лагеря в Сирии. Ее зовут Амина. Давайте послушаем, что Фатима Бойко рассказала об истории своей племянницы. Я поддерживаю связь со всеми группами. Я состою в международной группе, интернациональной группе по розыску женщин и детей, в которой входят Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Россия, Латвия, Швеция, в том числе я за Украину. Племянница моя туда уехала в 2014 году с мужем на работу, в Турцию уехала. Они обустроились, через некоторое время, в 2015 году, она вернулась, забрала детей, сказав, что они устроились, все хорошо. В 2015 году, когда она приехала, забрала детей, уехала, потом с ней связь пропала. Оказалось, по прибытию в Турцию, ей друзья или кто там были, куда она приехала, на это место жительства, где они жили, сказали, что твой муж уехал, если ты его хочешь видеть, ты должна уехать на границу с Сирией. Но она, конечно, согласилась, какая женщина оставит детей без отца. Когда она переехала туда, оказалось, что они перешли границу, находятся на территории Сирии. Оказалось, что они пытались как-то выйти, как они говорят, найти дорогу. Это не удавалось. Любая попытка, только заговорив, что мы хотим выехать, это каралось смертной казнью. Просто могли, как говорится, убить на месте. Так и получилось. Наш зять, высказав свое мнение, что вы нас обманули, мы приехали сюда работать, как вы нам предлагали, он был убит. Она попала в лагерь вдов. Фатима Бойко, родственница гражданки Украины, пребывающей в лагере беженцев Аль-Хол в Сирии и координатор объединения матерей за возвращение детей из Сирии, с нами на прямой телефонной связи. Фатима, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что вам известно на данный момент о вашей племяннице и удается ли вам вообще как-то с ней поддерживать связь, учитывая те условия, в которых она находится? Ну, ситуация такова сейчас, так как моя племянница сейчас не находится в лагере Аль-Холь. Ее с 29 на 30 сентября в 2 часа ночи подняли, военные курды забрали ее. И так как сейчас идет эвакуация из лагеря Аль-Холь в Родж, как европейских женщин туда расселяют, потому что в лагере Аль-Холь очень много жительниц, как говорится, они хотят расселить, убрать европейскую часть, европейских женщин туда. И так как Украина считается европейской частью страны, и Украина, и Франция, там Швеция, со всех стран, которых находят, они ищут их и переводят туда. Мы так думаем, что она, еще одна женщина, тоже с детьми, тоже попала в лагерь Родж, это второй лагерь там построенный. А пока связи совершенно никакой нет, с Роджи вообще связи не бывает никакой абсолютно, там невозможно. Но в Аль-Холе иногда, если получается, что они могут выйти на связь, то Роджи совершенно нет. Так что о судьбе своей племянницы, ее детей, и также еще одной женщины, тоже гражданки Украины с детьми, я не знаю ничего абсолютно. То есть вам неизвестно ничего о них с того момента, как их перевели в другой лагерь? Да, ничего не известно. Вот ночью их подняли в 2 часа. Утром приехали курды военные вместе с ними в палатку, сказали, собирай вещи. Она собрала вещи, что она могла собрать, потому что дети остались там у охраны. И ту же другую же женщину с детьми точно так же она собрала вещи какие, и все. Не дали подойти охранники с автоматами, не дали подойти нашим женщинам, другим нашим женщинам, даже хоть спросить слово, обмолвиться, только издалека помахали. И уехали. Обычно они несколько дней держат в тюрьме, а потом переводят в Родж. Но пока что они находятся в Родже, пока у меня информации нет. Мы приводили тут ответы на запросы разных ведомств, Министерства иностранных дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Службы безопасности Украины. Все говорят, что занимаются вопросом, связывались ли с вами, действительно ли этот процесс как-то продвигается.
Ну, самой непосредственно работает только МИД, этот координатор, который в рабочей группы, это Сергей Балан. Мы с ним практически каждый день на связи. Вот. То, что ему нужно, какая-то информация нужна, я всегда это по своим источникам добываю, вплоть до того, что есть ли такая женщина в лагере или нет, потому что у них доступа там нет. И если живая она или не живая, я это тоже проверяю по своим каналам, узнаю там как и что. Точно так же, если вот у нас розыск ребенка был, мы искали, я сообщала ему, что мы ищем такого ребенка, который без вести пропал. В общем, какие-то вопросы, которые меня интересуют, и что творится в лагере, что-то случается в лагере, кардинально что-то такое я всегда ему звоню, всегда ему сообщаю, что так случилось, вот куда-то женщин забрали, как у нас одну женщину забрали еще 29 августа забрали, нет, 19 августа забрали ее. И они ничего не знали практически, там вообще не дали вещей собрать. Но потом мы нашли, она смогла туда как-то передать записку другим женщинам. Вот, и они мне передали, что она находится в Родж совершенно без вещей, без посуды, и что ей нужно помочь. Ну, потом там выделяют, какое-то время проходит, выделяют палатку, там посуду кое-какую выделяют. Спустя, в общем, 28 дней мы узнали. Я об этом сразу сообщила в МИД. И сразу ее родственники написали в СБУ сразу. Она также получила ответ, что этим занимается МИД, вот, потому что родственница тоже гражданка Украины, она в данный момент была в Полтавской области, и она приехать не могла, этой женщины. Вот. Я сегодня с ней разговаривала, она говорит, я не могу никуда поехать, у меня очень болеет мама. Фатима, я упоминала о сюжете, в частности, нашего коллеги, украинского журналиста Андрея Цыпленко, который ранее в этом году сделал сюжет об этом лагере Аль-Хол в Сирии. И я видела, какие комментарии были под этим сюжетом. Очень много людей говорят, почему Украина должна возвращать домой женщин, которые вышли замуж за боевиков. И это довольно-таки распространенный комментарий, да, под этой темой. Что бы вы сказали этим людям, которые вот делают такие заявления? Они не выходили замуж за боевиков. Это тоже наши граждане Украины, тоже эти же разные национальности. Выход тоже из Крыма есть, и девушки тоже из Крыма есть. Вот. Они не выходили за боевиков. Там в комментариях написано, что они выходили за арабов. Нет, ни одна девушка из наших за арабов замуж не выходила. Если даже и выходила, то выходила замуж одна, официально выходила замуж за студента-гражданина Иордании. Остальные все, кто приняли ислам, или татары, или азербайджанцы, или чеченцы, но жившие здесь на территории Украины. Может быть, потом они примкнули там, как вам сказать, точнее, попали под влияние какое-то, что вот... Ну вот я слушала много историй, и много историй начинаются с того, что когда семьи переехали в Турцию, там на них якобы оказали какое-то влияние и завербовали в лавы радикальных группировок. Ну, так тихо, так культурно, красиво, да, вам тут не дают, давайте поедем туда, там хорошо, там соблюдаются все законы шариата, вот давайте поедем туда, будете там работать, хорошо будете получать. Вот. Они туда поехали. Я недавно слушала комментарий тоже, правда, это по России слушала, как парня вернули оттуда. И как он там точно ясно говорил, что я и не собирался, говорит, никаких там воевать или что-то там делать. Говорит, мы, говорит, были просто, говорит, как мы работали там, все. Мы просто работали, вот и все. Поняла. Да, поняла, спасибо вам большое. Да, комментарии, пожалуйста. Да. Ну, я тоже много отвечала там, что не нужно судить сразу всех. Там очень много оскорблений было. Я старалась каждым ответить нормальным человеческим языком, что не надо так сразу радикально обсуждать людей, не зная их истории. Спасибо вам большое. Это была Фатима Бойко, координатор объединения матерей за возвращение детей из Сирии и родственница одной из гражданок Украины, которая находится сейчас, вот по уточненным данным Фатимы Бойко, уже на территории лагеря Родж, куда ее переселили из лагеря Аль-Хол на севере Сирии. В эфире радио Крым Реалии. Сегодня мы говорим о том, что родственники некоторых из гражданок Украины, которые находятся на территории лагеря для беженцев закрытого типа на севере Сирии, обратились к государству
государству Украина с приветом, с призывом, простите, чтобы этих людей удалось вернуть на родину, поскольку речь идет о гражданах Украины. И по тем данным, которые мы получили от Министерства иностранных дел, по предварительной информации, речь идет о 27 женщинах, гражданство которых удалось подтвердить, что они являются гражданками Украины, а также их дети, но по детям там есть проблемы с документами в связи с тем, что эти документы были либо утеряны, либо их вообще не было, учитывая то, что некоторые дети родились уже на территории лагеря Аль-Хол. К нам присоединяется по телефону Ольга Поединок, адвокат, кандидат юридических наук, старший преподаватель Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Оговорюсь сразу, что у вас устаревшая информация насчет моего места работы. Я работаю в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Спасибо, что уточнили, и прошу прощения за ошибку. Ничего страшного, просто чтобы наши слушатели никоим образом не воспринимали мою позицию как какую-либо связанную с позицией Министерства иностранных дел. Да, конечно. Я хотела бы узнать вот ваше мнение. Возможно, вы имели возможность как-то углубиться в этот процесс. Чем могут быть вызваны трудности в том, чтобы вернуть вот этих женщин, о которых мы говорим в нашем эфире, в Украину? Трудность номер один – это, конечно же, отсутствие нашего посольства. То есть наше посольство находится в эвакуации не первый год. То есть наших дипломатов, нашего посольства на территории Сирии нет. То есть за Сирию отвечают дипломаты, которые находятся в Ливане. То есть физически наших дипломатов на территории Сирии, насколько мне известно, нет. Это первая сложность. Вторая сложность заключается в том, что и у женщин вполне возможно, и у детей этот вариант наиболее вероятен. Помимо украинского есть еще гражданство иностранных государств, в том числе Сирии, да, вполне такое может быть. И осуществлять дипломатическую защиту украинского гражданина, будь то женщина взрослая, либо ребенок маленький, то на территории государства второго гражданства это достаточно сложно. То есть это вторая сложность. И третья сложность заключается в том, что, конечно же, для Сирии это в значительной степени вопрос их национальной безопасности. То есть это таких три ключевых момента, которые усложняют эту ситуацию и возвращение украинских женщин и детей на родину. Да? Но вы как считаете, можно как-то этот процесс ускорить? Потому что, тянется он, как нам рассказал в начале нашей программы Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, фактически уже второй год. То есть за это время, возможно, как-то удалось эти моменты решить, или там речь идет о каком-то юридическом правовом тупике? Дело в том, что мне сложно говорить, потому что я не являюсь инсайдером, да, в этом процессе. Но насколько я понимаю, в каждом конкретном случае, с каждым конкретным государством Сирия ведет отдельно переговоры касательно возвращения их граждан, возможности или невозможности возвращения их граждан на родину. То есть я так понимаю, что сейчас ведутся переговоры и консультации касательно того, каким образом, во-первых, возможно ли вернуть украинских граждан на территорию Украины, а если возможно, то кого именно и каким образом. Я так понимаю, что этот процесс достаточно затяжной, что связано с теми тремя сложностями, о которых я говорила ранее.
Поняла, спасибо вам большое. Это была Ольга Поединок из Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии сегодня мы отталкиваемся от новостей о том, что 9 октября в Киеве родственники нескольких женщин, граждан Украины, которые оказались на территории лагерей для беженцев закрытого типа на севере Сирии, лагеря называются Аль-Хол и Родж, призвали государство Украина как-то ускорить процесс возвращения этих женщин домой. Напомню также, что у нас была возможность процитировать ответы на запросы нашего коллеги, журналиста со стороны Министерства иностранных дел Украины, Офиса омбудсмена Украины и Службы безопасности Украины. И все эти ведомства уверяют, что занимаются вопросом возвращения этих граждан Украины. И вот Ольга Поединок как раз нам рассказывала, с чем могут быть связаны формальные трудности, почему до сих пор этих женщин и детей не удалось вернуть. Если поискать информацию об этом лагере Аль-Хол, то ее можно найти в частности и на сайте Организации Объединенных Наций, а именно детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Там указывается, вот, например, заявление за август этого года, там называется цифра, что на территории этого лагеря находится около 70 тысяч человек, причем преимущественно из этого количества речь идет о детях. Около 40 тысяч детей, из этих 70 тысяч это дети. И за август можно найти заявление ЮНИСЕФ о том, что там выражают крайнюю обеспокоенность тем фактом, что всего-навсего за несколько дней в августе в этом лагере умерли по разным причинам, связанным где-то с истощением, где-то с какими-то еще проблемами, связанными со здоровьем, умерли 8 детей в возрасте до 5 лет. И вы слышали то, о чем нам говорили в нашем эфире ранее, о том, что смерти в этом лагере – это довольно-таки частое явление. К нам присоединяется по телефону Сергей Данилов, заместитель директора Украинского центра ближневосточных исследований. Сергей, добрый вечер. Да, доброго вечера. Что вам известно о таких лагерях и о тех людях, которые могут на территории таких лагерей находиться? Ну, якийсь час тому я спілкувався з колегами, які, зокрема, працювали не тільки в цьому, в Іраку ще ж на півдні, в шиїтському районі, там в районі Басри. Ще один такий табір є. І взагалі по всьому регіону там розкидано. І ми ділилися інформацією про те, що там відбувається і як там все відбувається. І це були дуже сумні оповідки, оскільки, ну, по-перше, мало хто знає, що там насправді відбувається. Ці десятки тисяч людей, вони утворюють власний організм, такий власний міні-соціум, в який живе власним життям, в якому утворюються там власні зв'язки, соціальні ієрархії, в якому відбувається другий етап, наприклад, вербування в той же ж, ну, в якійсь іншій вже організації. Там процвітає кримінал. Вони дуже непотрібні місцевим урядам, що в Сирії, що в Іраку, які хочуть їх позбутися і спеціально часто створюють ці умови для того, щоб перебування там було нестерпним. Одночасно країни, з яких походять люди, які опинились в цих таборах, стикаються з низкою проблем, коли їх збираються назад забирати. По-перше, більшість європейських країн робить все для того, щоб пригальмувати цей процес. Ну, за виключенням там Північної Європи. Мені розповідали про випадки, коли з об'єктивних і суб'єктивних обставин це все дуже складно організувати. Дуже важка ідентифікація осіб, які там перебувають. Незрозуміло, де це бажання, а де це якісь махінації, пов'язані з грішми чи з переїздом. Де чиї громадяни, як кого ідентифікувати. У дуже багатьох немає жодних документів. І треба проводити цілі міні-розслідування для того, щоб встановити, підтвердити особу. Коли це такі великі масиви людей, і в країнах, в яких дипломатичне представництво достатньо умовне, якщо в Іраку ще є дипломатичні представництва, то в Сирії вони все-таки були європейських, ну, взагалі країн Заходу доволі нечисельні і в скороченому вигляді, якщо вони були, ну, це дуже важко. Ніхто особливо не вірить тим спробам міжнародних організацій, які там ще можуть працювати по ідентифікації, оскільки
дуже багато побоювань стосовно безпекових питань. Бо були випадки, коли люди, які поверталися з цих таборів, продовжували свою діяльність з тими чи іншими терористичними організаціями. Хоча зрозуміло, що абсолютна більшість із них є людьми, які потрапили просто в нестерпні умови. Поняла, спасибо вам большое. Это был Сергей Данилов, заместитель директора Украинского центра ближневосточных исследований. Напомню, что уже ссылалась я об этом, но ранее в этом году, в начале этого года, на телеканале 1+1 вышел сюжет украинского журналиста Андрея Цыпленко, который побывал в одном из этих лагерей, которые мы упоминали, лагерь Аль-Хол на севере Сирии, и он там в этом сюжете рассказал о том, что по его данным и по данным, которые, вероятно, ему подтвердили, в частности, и люди, которые находятся в этом лагере, на территории лагеря находятся преимущественно жены боевиков радикальной группировки «Исламское государство» или же людей, которые так или иначе с этой группировкой были связаны. Это к вопросу одной из наших слушательниц под Facebook-трансляцией, как эти женщины попали в этот лагерь и вообще в Сирию. Но мы приводили вам уже разные истории, у вас была возможность убедиться в том, что эти истории не настолько однозначны, коими они кажутся. И кроме того, нужно тут упомянуть также, что сейчас те женщины и дети, которые находятся на территории этих лагерей, они находятся там без мужей. Большинство из них мужей уже потеряли, мужья убиты. И в этом сюжете Андрея Цыпленко речь шла также о том, и об этом немножко рассказал и Сергей Данилов, что в том же лагере Аль-Хол есть, эта территория лагеря разделена на две части. И в одной из частей, на одной из территорий этого лагеря находятся женщины, которые воспитывают своих детей действительно поддерживая идеологию радикальную, в частности, группировки «Исламское государство». Но журналист, который побывал на территории этого лагеря, обратил внимание на то, что граждане Украины, украинки, которые находятся в этом лагере со своими детьми, находятся на территории, на другой части лагеря, и они действительно очень просят им помочь вернуться домой. У нас есть комментарий журналиста польского издания «Тыгодник Повшехтный» Павла Пенёнжика. Он работает в горячих точках, и он рассказал о том, с какими событиями в Сирии связаны лагеря по типу Аль-Хол, и кто был в числе людей, чьи жены и дети сейчас находятся в таких лагерях. Дуже багато історій, сказати це якось так заодно, хто вони, чим вони саме займалися, як займалися. Це дуже важко, бо цих людей було дуже багато, а Ісламська держава це також була складна структура. Мотивації були дуже різні. Ми тут говоримо про людей, як мали відношення до Ісламської держави, організації, яка мала свій початок, це був 13-14 рік. Це був один з джихадів, на який їхало багато іноземців. Говоримо, що могло приїхати до Сирії якісь 40 тисяч людей з різних країн. Тобто люди їхали допомагати своїх братів та сестри, щоб створити халіфат так званий. Мотивації були дуже різні, але така головна – це ідеологічно-релігійна, я би сказав. Але були і такі, які приїжджали, наприклад, на заробітки. Це не означало, що ти приїжджав працювати тільки бойовиком. Були також такі, які поїхали, наприклад, бути чи там поваром, чи працювати в адміністрації. Павел Пенёнжик также напомнил о том, что в лагерях типа Аль-Хол находятся женщины, граждане разных стран мира, и многие страны не знают, как быть с их возвращением. Тут немає досвіду, і я би сказав, так само в Польщі чи в Україні, чи взагалі в регіоні не було взагалі жодної дискусії про те, що з цим робити. Тобто, що робити з людьми, які були під впливом дуже радикальної ідеології, які могли вчиняти злочини, а могли не вчиняти. Тобто, як це переважно були жінки, то вони радше за все жодних злочинів не скоїли, але точно було під впливом цієї організації, під впливом ідеології. Найпростіше сказати, ми не хочемо брати за це відповідальності. Але знову це трохи проблема, бо чому Сирія має брати за це відповідальність, тобто за громадяни своєї країни? Тут мала би відбутися дискусія. Вона відбулася в багатьох країнах, в Великій Британії, Франції, в Бельгії, де набагато більше людей виїхало воювати, чи взагалі поїхало просто
до Сирії та Іраку і якось там долучитися до цієї справи. І також тут є різний досвід. Деякі країни відмовляються, деякі країни беруть своїх громадян і мають програми дерадикалізації. Це великий виклик, і це великий виклик для всього світу. Це не якась там справа регіональна, це глобальна проблема. Точно, як ці люди залишаться в таборах, як діти будуть рости без освіти в дуже поганих умовах, це також буде потенційна загроза. Тобто дуже часто говориться про ці табори як небезпеку для наступних поколінь, які будуть радикалізуватися, які будуть виживати в дуже жахливих умовах. Не матимуть жодної перспективи на майбутнє. І через це вони будуть більш схильні до якихось там поганих дій проти будь-кого. Это был польский журналист Павел Пенёнжик. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы обсуждали историю женщин, гражданок Украины, которые находятся сейчас на территории лагерей Аль-Хол и Родж в Сирии. Это лагерь для беженцев. Их родственники призывают государство Украина помочь им вернуться домой. И мы уже цитировали вам ответы органов власти Украины, которые вот на момент выхода в эфир предоставили свою позицию по этой ситуации. Все заверили, что они работают над возвращением этих людей. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим уже с другой темой. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. В эфире «Радио Крым Реалии» «Крымский вечер». Это радио Крым Реалии, Крымский вечер, Елена Римовская и теперь уже еще и мой коллега Рустем Халилов. Рустем, приветствую тебя. Добрый вечер. О чем будем говорить в этой части нашей программы? Поговорим об истории, о том, что происходит сегодня, естественно, потому что история непосредственно всегда связана с днем сегодняшним. На этой неделе в Киеве открыли первый в Украине памятник полковнику армии Украинской Народной Республики Петру Болбочану. Бюст установили в сквере имени Болбочана на улице Сечевых Стрельцов. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Скульптуру изготовили за 3 месяца в рамках проекта «Украинская история в камне». Авторы памятника Михаил Горловой и Александр Фурман. По словам руководительницы проекта Оксаны Пономаревой, памятник создали на пожертвования украинцев, в частности из Швейцарии, Польши, США и России. Средства собрали за 1 месяц. Петр Болбочан имеет непосредственное отношение к Крымскому полуострову, об этом мы поговорим чуть позднее. Напомню, что 22 апреля 1918 года войска УНР под командованием Петра Болбочана прорвали большевистские укрепления на Чангаре и после этого освободили полуостров. По словам крымского ученого, кандидата исторических наук, лауреата международного конкурса имени Ежи Гидройца Сергея Громенко, поход УНР стал одной из самых эффектных побед украинской революции, но не стал одной из самых эффективных. Об этом вот поговорим с самим Сергеем Громенко. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, видел, что вы были на открытии памятника Болбочану. Вот много людей там было, если сравнивать с обычными презентациями исторических памятников, на которых вам приходилось бывать? Надо, конечно, понимать, что речь идет о карантинном времени, то есть далеко не все из тех, кто хочет и кто-то может себе позволить. Формальных, может быть, ограничений нет, но ковид все-таки не спит, как говорится, и поэтому трудно сравнивать. Вот для ковидных времен, для времен вот такой пандемии, конечно, больше, я думаю, что в целом вместе со всеми участниками около 200 человек было точно, и это можно считать весьма приличной цифрой. А по вашим оценкам вообще, насколько сегодня имя Болбочана известно среднему украинцу? Тут, конечно, трудно говорить о том, что Петр Болбочан занимает достойное место в исторической памяти украинцев всех в целом и каждого украинца в частности. Конечно, он совершенно недооценен. Конечно, я не уверен, что даже там 1 из 10 спрошенных на улице сможет внятно объяснить, кто это. Но, тем не менее, в сравнении с тем, что было, грубо говоря, до 2014 года, прогресс гигантский, прогресс совершенно очевидный. Я абсолютно уверен, что скоро удастся вернуть ему его законное место.
У вас на странице в Фейсбуке есть фотография с открытия этого памятника и подпись, что следующий памятник должен стоять в Симферополе. О крымской операции 2018 года поговорим с вами следующим вопросом. А пока вот это замечание, которое оставили под этим постом. Крым мог бы это сделать и до 2014 года, имеется в виду до начала аннексии России. Почему нет? Написал один из комментаторов под вашим постом. Так вот, почему нет? Это легче сказать, чем сделать. Надо же понимать, что памятники в первую очередь находятся в ведении местной власти. Редко, очень редко, когда памятники имеют национальное значение. И у кого была в руках местная власть в Крыму с 91 по 2014 год? Она была в руках пророссийских деятелей. Сначала открытых коммунистов, потом полуоткрытых, не коммунистов, но точно таких же русофилов из партии регионов, для которых их сторона в 18 году это были большевики. Вот как их воспитывали с самого их юного пионерии, и затем в школьных учебниках, и потом они клялись партии на верность, для них, конечно, Петр Болбочан был враг, как и вся Украинская Народная Республика. И я уверен, что они даже и не слышали-то про такого полководца и про то, что он сделал, потому что советские учебники умалчивали вот из тех, которые дошли до нас, и те, по которым учились наши руководители до 2014 года, они просто умалчивали. И, конечно, узнать об этом было неоткуда. Кто бы мог такую инициативу проявить и выставить. И даже если бы украинские национальные круги, очень немногочисленные, да, создали бы петицию и попробовали бы достичь такого эффекта, то мы знаем, с каким бы ожесточенным сопротивлением они бы столкнулись, потому что все попытки нормально чествовать память жертв Голодомора, гораздо более близкого и более знакомого, постоянно упиралось в противодействие коммунистов и регионалов. Мы знаем, как много труда пришлось преодолеть, чтобы установить бюст Петру Григоренко, правозащитнику, который вот от нас совсем же недавно. И я думаю, что из всех этих вот мелких вот трудностей складывается невозможность создания в Крыму такого памятника. Я уверен, Окей, вы сказали, что тут все дело в местных властях, да, в крымских. Но до этого вы сказали, что до 2014 года Болбочане знало намного меньше людей, чем после 2014. Тогда почему так происходило уже на материковой Украине? Ну, потому что можно подумать, что на материковой Украине, значит, руководящие посты все как один занимали украинские патриоты с прекрасным знанием украинской истории. Это же тоже не так. До 2005 года мы оставались, пусть такой довольно своеобразной, но все же частью русского мира, с его характерным взглядом на прошлое, и особенно там на гражданскую войну в России, как на триумф народа под большевистским руководством и к ресентименту ко всем этим коммунистическим идеям. У нас же в 98 году коммунисты были в большинстве в парламенте. И в 99-м чуть не стал коммунист президентом. Что там говорить? Уже в гораздо более поздние во времена президента Януковича, коммунист возглавлял Украинский институт национальной памяти, и коммунистка возглавляла Госархивную службу. Хорошо, я вас понял. О чем можно говорить? Ага, я вас понял. Вернемся к крымской операции 2018 года. Специальная военная группа армии УНР во главе с Болбочаном отправляется в Крым. Цель номер раз — взять под контроль стоящий в Севастополе Черноморский флот, который Центральная Рада постановила считать украинским. Это произошло в середине апреля 2018 года, а уже в конце апреля украинские войска покинули полуостров. Достаточно короткий временной промежуток, примерно 2 недели. Поставленная цель не достигнута. Поэтому вот буквально на минуту для вас вопрос. Какое значение имеет для Крыма Болбочан, учитывая вот эти факторы? Ну, ответ очень прост. Несмотря на то, что ему не удалось, в конечном итоге он продемонстрировал, что Крым — это часть Украины. Потому что, как и сегодня, Крым не находится под управлением государственной власти в Киеве, но никто же не сомневается с тем, что Крым является частью Украины. Вот точно так и там. Верховная Рада, то есть Центральная Рада, принимает решение, что украинский флот, в Крыму это украинский флот, Петр Болбочан отправляется выполнять это решение. Да, ему не удалось из-за политических обстоятельств, но тем не менее Крым — это Украина.
Спасибо большое. С нами на связи был крымский историк Сергей Громенко, и мы говорили об открытии памятника Балу-Бачану в Киеве, первому памятнику в Украине. Для вас работали Елена Римовская и Рустем Халилов. Я напомню, что наш номер телефона 8 800 10 06 926 доступен для вас в любое время в режиме автоответчика, поэтому звоните. Ваши замечания, пожелания по работе редакции «Радио Крым Реалии». Мы же желаем вам хорошего вечера. Хорошего вечера, до свидания.